26 июня 2026 года телеканалу Абаза ТВ исполняется 19 лет. Это был второй канал в республике и первый независимый в стране. Рассказ о нашем телевидении мы начинаем в таком же месте, где ничего не меняется. Спросим у старожил, что они от нас думают. Лариса, скажите, пожалуйста, телеканал Абаза ТВ как-то изменился за эти годы? И что поменялось? Что вам больше всего нравится в нас? Я очень довольна, что есть такая программа Абаза ТВ, потому что очень интересные программы там. Я, например, очень горжусь этими программами, которые вы ведете. И я поздравляю всех вас и надеюсь, что это будет очень долго. Я буду всегда рада вас всех видеть, журналистов Абаза ТВ. И очень буду довольна, когда вот съемка идет, когда я работаю. И дай Бог, чтобы процветали вы еще раз. И много-много лет. Телеканал Абаза ТВ – это источник информации не только для местных жителей, но и для туристов, которые приехали в страну и хотят узнать о нас побольше не только из путеводителей. Мы приехали в Абхазию отдыхать, в город Сухум, и хотелось бы узнавать новости и исторические факты не только от гидов, а еще по телевидению. Будем ждать и смотреть. Мы хотим поговорить и с теми, кто помнит времена до Абаза ТВ. Хотим попросить их сравнить, что было в Абхазии до независимого телевидения. Может быть, что-то изменилось, а может быть, все осталось по-прежнему. Не надо, не надо. Да, он не нужен мне. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Что вы можете сказать об Абаза ТВ? Критиковать или похвалить, или порекомендовать что-то? Как можно критиковать Абаза ТВ? Это начиная с директора, кончая со всеми работниками, очень работают честно, с душой. Я, знаете, часто выезжаю в гастрольные поездки. И находясь я на гастроли, присылаю, даю телефон руководителя Абаза ТВ, телевидения, которые нас снимают, с ними связываются и уже репортаж уже в Абхазии пускают. Это для нас очень приятно, для коллектива, для ансамбля. Вообще для Абхазии, для народа Абхазии это прекрасно, они работают, дай Бог им здоровья. Успехов больших-больших мы желаем. Вы наверняка помните те времена, когда в Абхазии был один телеканал. Наверное, помните времена, когда в Абхазии вообще не было телевидения. Но вот с появлением Абаза ТВ насколько обогатилось информационное поле? Концерты они пускают по праздничным дням в Абхазии, когда полные концерты показывают. Дай Бог им здоровья. Работать телевизионщиком в Абхазии очень просто, потому что все ключевые кабинеты и структуры находятся практически на 100 квадратных метров. Поэтому, прогуливаясь по Сухумской набережной, запросто можно встретить наших респондентов. Например, вот член избирательной комиссии Аляса Брандия. Интересно, что он думает о нашем телеканале? Очень интересный телеканал. Всегда, во-первых, это всегда очень много оперативной информации, которая подается очень быстро и своевременно. По поводу нашего сотрудничества в области выборов, как ты оцениваешь журналистов телеканала, как мы освещаем выборы, насколько это справедливое, объективное освещение? Это всегда объективное освещение, конечно же, да, оперативное реагирование на вопросы, которые возникают, да, в ходе выборов, в ходе избирательного процесса. И я надеюсь на дальнейшее сотрудничество Центра избиркома и всех средств массовой информации, включая Абаза ТВ, и для освещения предстоящих выборов в следующем году в Народное собрание парламента Республики Абхазия. Спасибо, Аляс. Доживем до выборов. Новости, которые вечером показала Абаза ТВ, утром часто обсуждаются в абхазских кофейнях. Мы сейчас спросим у завсегдатаев кафе «Смолол», какая именно новость их зацепила больше всего в нашем вчерашнем выпуске. Что запомнилось из наших вчерашних новостей? Здравствуйте, да, что запомнилось? Смотрели очень внимательно, как прокуратура борется с коррупцией, заседания комитетов парламента смотрели. В целом всегда, каждый вечер заканчиваем день трудовой с новостями Абаза ТВ. А чем вам особенно нравятся наши новости? Почему вы смотрите именно наш канал?
Ну, ваш канал как-то всегда славился такой непредвзятостью, объективностью мнения и в целом очень широко любые вопросы в стране освещаются на вашем канале. И в целом можно его только смотреть и знать в целом все, что происходит от хорошего до плохого. Журналисты Абаза ТВ, и в частности я, обращаемся часто к государственным служащим, к руководителям администрации города за комментариями, с просьбами рассказать о том, что происходит в нашей стране и городе. Но сегодня к Тимуру Михайловичу Агрыбу я пришла не за комментариями, а за поздравлениями. От всей души хочу поздравить первый независимый телеканал Республики Абхазия Абаза ТВ с днем рождения. Абаза ТВ по праву занимает особое место в медиапространстве нашей страны. Благодаря вашей принципиальной позиции, профессионализму и преданности делу зрители получают своевременную и объективную информацию, которой мы руководствуемся в своей работе в том числе. Руководству и коллективу желаю крепкого здоровья и профессиональных успехов. Абаза ТВ – информационный партнер Дома Москвы. И мы пришли сюда для того, чтобы узнать, что же здесь думают об этом нашем информационном партнерстве. Директор Дома Москвы Александр Бигвава. Здравствуйте. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением и вашими впечатлениями за вот это многолетнее сотрудничество с нашим телеканалом. Ну, во-первых, хотелось бы выразить слова благодарности от себя лично, от всего коллектива за то, что всегда находите время объективно, самое главное, осветить нашу информацию. Мы за это очень благодарны и, конечно же, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Журналисты чаще других оказываются на передовой любых событий. Так и мы в период коронавирусной инфекции вместе с врачами работали в красной зоне. В тот период Астамур Карбеевич Гуния возглавлял инфекционную больницу в Сухуме. И вот мы вместе с ним буквально работали. Астамур Карбеевич, вспомните те времена, пожалуйста, и как вы оцениваете работу нас, журналистов? Ну, времена, конечно, были тяжелые. Наравне с нами, с докторами в красной зоне, на самом деле находились периодически, вот особенно ваш канал, ну, как минимум, наверное, в неделю раз приходили журналисты вместе с операторами, одевались по всей строгости и заходили к нам в красную зону, освещали как бы все, что происходило в красной зоне, доносили истинную информацию до телезрителей. Спасибо вам за ваш самоотверженный труд. Уважаемые сотрудники руководства канала, хочу вас поздравить с 19-летним днем рождения вашего канала. Желаю вам творческих успехов, развития и всего хорошего и удачи вам. Арда Иналыпа была первой гостьей студии программы «В центре внимания» на Абаза ТВ, которая как раз вышла 26 июня 2007 года. Арда Шаловна, вы помните тот день? Расскажите, как это было, как это сейчас вспоминается спустя 19 лет? Я хорошо помню этот день, потому что он был радостный не только для сотрудников Абаза ТВ, но и для всего нашего общества, мне кажется. Я очень хорошо помню, когда создавалось государственное телевидение, какой-то был подъем вообще всего общества. Но это в чем-то сравнимо было появление нового независимого телеканала, и он сыграл огромную роль, мне кажется, во внутриполитической жизни Абхазии. Если бывали моменты, когда те или иные группы не очень-то приветствовались на экранах государственного телевидения, то Абаза ТВ всегда было открыто, это телевидение для всех. И мне кажется, это колоссальная роль, которую сыграл этот канал для диалога внутриобщественного, внутриполитического, для отражения различных точек зрения, для озвучивания интересов различных групп абхазского общества. И я очень рада сегодня, когда 19 лет исполняется вашему каналу, поздравляю вас с этим днем, очень рада сказать, что вы держите вот этот уровень высокий демократического такого средства массовой информации. Мы очень рады, что в Абхазии он есть. Я знаю, что бывали сложные времена, но мы очень рады, что канал выстоял.
Я хочу сказать, что особенно в те моменты, когда немножко пошатнулась наша демократия, вот существование этого канала было принципиально важно для нашего общества. Желаю вам дальнейшего процветания и вот такого доверия общества, которое вы заслужили. Фондом Ашана идет сбор средств для трехлетнего... Сложно подсчитать количество репортажей, которые Абаза ТВ сделала о подопечных благотворительного фонда Ашана. Но мы считаем себя соучастниками той благотворительности, которую творит фонд долгие годы. И я думаю, что у главы Ашаны есть что сказать в наш адрес. Мактина, что ты скажешь о том, как мы работали вместе все эти годы? Мы с вами сотрудничаем практически 14 лет, с самого начала старта акции «Спасем жизнь вместе». И действительно ваш вклад телекомпании Абаза ТВ в оказание помощи тяжелобольным детям Абхазии, он бесценен, его сложно подсчитать, так как мы оказываем адресный сбор средств, и именно от того, как будет подана информация о том, какое количество человек узнает о ребенке, которому необходима помощь, зависит конечная цель, будет ли достигнут результат. Благодаря тому, что Абаза поддержала как информационный партнер нашу благотворительную деятельность, благодаря репортажам, благодаря тем передачам, которые выходили в эфире Абаза ТВ, сегодня большое количество детей, более 500 детей, проживающих в Абхазии, получили профессиональную медицинскую помощь в лучших клиниках России и в лучших зарубежных клиниках. А еще каждый год нас поздравляют те, кто находится вдали от Абхазии, но с кем судьба нашей страны связана неразрывно. Дорогие друзья, 19 лет – это солидный срок, и надо сказать, что Абаза прошла очень достойно эти 19 лет, которые были ознаменованы очень бурными событиями в Абхазии, во внутриполитической жизни. Я рад, что почти 10 лет из этих 19 я работал вместе с Абазой. Мне это было всегда очень приятно, всегда подкупал профессионализм работников Абазы и, конечно, ее руководителя, уважаемого Руслана Хашига. Дорогие друзья, я желаю вам всем новых успехов, желаю отметить не только 20-летие, но и 120-летие вашей компании. Обещаю, что когда я когда-нибудь доберусь до Абхазии, эксклюзивное интервью будет за Абазой. Ну и сегодня вечером, конечно, за ваше здоровье подниму рюмочку доброй абхазской чачи, которая, друзья, все-таки балуют меня здесь, в Душанбе. Спасибо, обнимаю вас. Любовь зрителей для журналиста – это самое главное. Но получить критику и оценку от коллеги дорогого стоит. За объективной оценкой нашей работы мы отправились в информационное агентство «Спутник» к одному из самых известных журналистов – Нале Мукба. Нала, что ты думаешь об Абаза ТВ? Марьяна, бесспорно, появление Абаза ТВ изменило медиапространство Абхазии, потому что до появления этого канала абхазское телевидение было единственным таким и главным источником вот такого формата СМИ, поэтому бесспорно появление Абаза ТВ – это очень важный шаг не только для медиа, вообще для абхазского государства. Появился такой альтернативный источник, очень важный источник информации. Конечно, слово «конкуренты» не очень хорошее. Мне кажется, в Абхазии очень складывается здоровая ситуация между средствами массовой информации, и это только на пользу, на развитие абхазской журналистики идет. И, конечно, когда мы говорим про Абаза ТВ, мы в первую очередь думаем о руководителе, о идейном вдохновителе Руслане Хашиг. Руслан Канович задает тон
каналу Абаза ТВ. И что самое главное, мне кажется, несмотря на все процессы, которые на протяжении этих лет происходили в стране, Абаза ТВ продолжал идти вот по своему выбранному верному пути служения интересам абхазского государства. Мне кажется, вот это главная мысль, и я очень хочу, чтобы вы продолжали идти по этому выбранному пути и вот задавать тон абхазской журналистики. И мне кажется, в какой-то степени про здоровую конкуренцию начала говорить, и многие следуют примеру. Уже вот СМИ, которые появляются сейчас, электронные, все-таки ориентируются на вот этот золотой стандарт Абаза ТВ. И с большим удовольствием я поздравляю весь коллектив профессиональный с небольшими ограниченными ресурсами, в первую очередь трудовыми, человеческими. Они вот такое важное для развития государства делают. И проекты мы с удовольствием следим, конечно же, за проектами. Даже проекты, которые напрямую не касаются политики, например, проект про реки, мы всем коллективом следим и там репостим. Даже этот проект, он служит интересам абхазского государства. В какой части? Говоря о сохранении природных ресурсов, таким образом канал говорит о о суверенитете Абхазии, о необходимости защиты интересов и природных, в том числе, ресурсов. Поэтому только вперед!